великолепный день, сегодня великолепный праздник. Сегодня именно тот момент, когда мы можем друг другу сказать своим самым любимым, близким людям, что я тебя люблю. Спасибо, что ты есть. Я горд и счастлив тем, что у меня есть такие дети, что у меня есть такие сестры, что у меня есть такая мать, что у меня есть такой отец. Сегодня прекрасный праздник, день семьи, любви и верности. Я всем вам желаю любви, добрых семейных отношений и верных людей по жизни. Вы знаете, не буду лукавить, но вот в этом месте я первый раз. И мне настолько безумно нравится вот эта атмосфера, которая здесь есть. Мне хочется каждому подойти и сказать: здравствуй, как твои дела, потому что такое ощущение, что мы все друг друга знаем. И давайте вот именно в таком формате мы сегодня и проведем наш вечер. Наверное, мы сегодня услышим прекрасные стихи, мы сегодня пообщаемся с вами. Это абсолютно, вот для меня лично, это что-то новое. И вот в чем-то новом всегда так приятно копаться и всегда приятно так что-то находить. Еще раз с праздником вас, дорогие друзья. Посмотрите на этих замечательных девушек, посмотрите, в каких они красивых платьях. Сегодня они блеснут своим талантом, они большие умницы, большие молодцы. Мы всячески будем тоже помогать и переживать. Любовь, семья и верность. Есть прекрасный спектакль, который проходит у нас в театре, в Русском академическом театре имени Вахтангова. Называется он «Маскарад». С «Маскарада» и началась история театра. Вот эта всеобщая любовь к театру. Это был первый спектакль, который поставили там. Если вы позволите, я хотел бы прочитать пару строк. Но перед этим скажу, конечно же, они о любви. Но любовь бывает разная. Мы можем любить по-разному. Мы любим громко, мы любим тихо, мы любим вкрадчиво, мы любим молча. Вот бывает, придет к тебе папа и так громко тебя поругает, тебе обидно, но ты понимаешь, что это любовь, это отцовская любовь. И вот есть такие прекрасные строки. Представляете, немножечко убежали, но я их догоню. Нас одной судьбы оковы связали навсегда. Ошибкой, может быть, не скрою, ни мне, ни тебе судить. Ты молода летами и душою. В огромной книге жизни ты прочла один заглавный лист. И пред тобою открыто море счастья и зла. Иди любой дорогой, надейся и мечтай, вдали надежды много, а в прошлом жизнь твоя бела. Ни сердца своего, ни моего не зная, ты отдалась мне. И любишь, верю я, но безотчетно, чувствами играя и резвясь, как дитя. Но я люблю иначе. Я все видел, все перечувствовал, все понял, все узнал. Любил я часто, чаще ненавидел и более всего страдал. На жизни я своей узнал печать проклятия и холодно закрыл объятия для чувств и счастья земли. Так годы многие прошли. Так прежде я тебе цены не знал, несчастный. Но вскоре темная кора с моей души слетела, мир прекрасный моим глазам открылся не напрасно, и я воскрес для счастья и добра. Но иногда опять какой-то дух враждебный меня уносит в бурю прежних дней, стирает с памяти моей твой светлый взор и голос твой волшебный. В борьбе с собой, под грузом тяжких дум, я молчалив, суров, угрюм. Боюсь осквернить тебя прикосновением. Боюсь, чтобы тебя не испугал ни стон, ни звук, исторгнутый мучением. Тогда ты говоришь: меня не любит он. Любит. Любит. Спасибо.
самом деле, вот видите, сколько бы у тебя не было опыта, здесь сидят очень опытные артисты. Эдуард Дауэр сел выше всех. Знаете, и несмотря на то, сколько бы ты не работал в театре, сколько бы ты не любил свою профессию, даже один человек в зале может вызвать такое волнение, что ты можешь немножечко запутаться. Вот я сейчас немножечко запутался, но я вам это говорю, потому что вы меня поймете. Спасибо. Я хотел начать с одного, но начал со второго. Вот. Давайте мы, наверное, познакомимся поближе. Я хочу... Ну, мы тут все друг друга знаем. Давайте Римочке поаплодируем. Римочке дадим слово, потому что она тоже великолепный чтец. Мне классно получается. Да, я люблю ее. Но не позорной страстью, как объяснять себя привыкли бы любовь. Я не влеку ее к обманчивому счастью, волнуя сладостным напевом ее кровь. Нет, я люблю ее как символ воплощения доступных на земле возвышенных начал. Добра и истины, любви и все прощения. Люблю ее как жизнь, люблю как идеал. Как трон свободных дум без гордости надменной, как свет познания, как мавзолей искусств, как храм поэзии, мечтою окрыленный, и как чистилище ума, души и чувств. Да, я люблю по долгу, по призванию, награды за любовь, не требуя взамен. Как раб, приветствуя ее посильной данью, я награжден вполне, признательный судьбе. Я счастлив, что люблю, любви одной покорной, под знаменем ее пойду на смертный бой. На суд пойду, толпы холодной, дикой, злобной, спокойной совестью и чистой душой. И если я порой мучительно страдаю, и если я не сплю из-за нее ночей, то разве я тогда ребячески желаю и слез, и ласки ее задумчивых очей? Нет, я боюсь, что в жизнь едва вступая, она доверчиво поддастся ей во всем, и прокрадется к ней незримая ложь людская, которой осквершить святыню нипочем. Вот чего боюсь, что грудь мою терзает. Она доверчива, наивна, молода, а жизнь обманчива, зовет и соблазняет. Боюсь, что разлюбить могу ее тогда. Ну согласитесь, это такие проникновенные стихи. По-моему, это Костя Хитагуров, да? Да. Да? Костя Иванович Хитагуров. Костя Иванович Хитагуров. Кстати, мы все же знаем прекрасно, как Костя Иванович Хитагуров умел любить, какой он был гордый. Есть такая история, я не знаю, насколько она правдивая, что Костя жил бедно, и чтобы не показать никому свою бедность, он выходил из дома и брал палочку и ковырялся в зубах, как будто только что поел, чтобы никто. Но ведь Костя настоящий лирик. Можно я тебя подхвачу, буквально, с вашего позволения, стихотворение Костя вам прочитаю? Я его очень люблю, и ведь она тоже про любовь. Я отживаю век, ты жить лишь начинаешь. Я выбился из сил под бременем труда, борьбы и нищеты. Ты весело срываешь весенние цветы. Я стар, ты молода. Зачем мы встретились? Зачем душой разбитой я полюбил тебя, как друга, как сестру? Ведь я допил бокал, а твой едва налитый стоит нетронутым на жизненном перу. Да, нам не по пути.
Но, встретившись с тобою, я посох и сумму благословляю, вновь ударю по струнам дрожащею рукою и миру возвещу свободу и любовь. Любовь, дорогие друзья. Любовь к Анне Цаликовой у Рустама Ивановича Хитогурова, все ее прекрасно знают, насколько она была тоже трогательной, где-то трагично не сложившейся, много там всяких было, конечно, перипетий. И Костя написал великолепное, я думаю, стихотворение, многие из вас его знают, оно называется «Многоточие». Высокий барский дом, подъезд с гербом старинным, узорчатый балкон, стеклянный мезонин, закрытый экипаж, ямщик с пером павлиным и с медною трубой кондуктор осетин. Лакей с подушками, швейцар с дорожной кладью, уложен на постель, увязан чемодан, шкатулка с письмами, с заветною тетрадью. Вуаль пунцовая и стройный гибкий стан, толпа друзей, родных, улыбки, пожелания, формальный поцелуй, платок для мелких слез, последнее прощай, воздушные лапзания, протяжный шум трубы, неровный шум колес, густая пыль столбом, и понеслась карета, базар, застава, степь безумная. Постой! Не покидай поэта! Не разразняй огонь могучих песнопений, чистилищей души, храма вдохновений. Постой, несчастная, безумная. Постой. И ведь это тоже любовь. Так, ну что ж, нас уже становится много. Оксаночка, ну, про Петра и Февронию прекрасные стихи Оксана читает, не только эти стихи, и они очень трогательные. Пожалуйста, тебе слово. Слышу трель над землей колокольную, отпущу в небеса голубей. Попрошу я Петра и Февронию подарить мне любовь поскорей. Солнце нам улыбнется лучистой, и ромашки качнутся в лугах. Просто счастье заметить достаточно, рядом с нами оно в 2 шагах. Снова музыка здесь колокольная улетает в поля и леса, а за Русь нашу Петр с Февронией в небе просит Иисуса Христа. И скажу: я люблю тебя, Родина, ведь любовь вместе с нами всегда. И пример вечный Петр с Февронией, что воскрепляют любовью сердца. Прикоснусь к березе белоствольной, по полям с васильками пройду. Знаю, молятся Петр с Февронией, и любовь я однажды найду. Обниму я поляны забытые, и в букет я ромашек нарву. Я люблю тебя, милая Родина, и Россию гордо зову. Солнце мне улыбнется ромашками, и согреют улыбки друзей. А прошу я Петра и Февронию не забыть о России моей. Я умоюсь водой родниковой, окунусь в ароматы цветов. Попрошу я Петра и Февронию, чтобы миру послали любовь. Браво! Оксаночка, ну мы еще просим. Мы еще просим. Я думаю, что ты нам не откажешь. Семейный уют, разговоры, улыбки, прощания, встречи, объятия сердец, любовь и тепло, несмотря на ошибки. И рядом с детьми самый лучший отец. Семейная жизнь, как движение в гору, приятно и трудно, но легче вдвоем. Достаточно выбросить ведь мысли о ссоре, и вдруг начинается быстрый подъем. Семейное море,
волнение, встряски, порывистый ветер, мучительный дождь. И кажется, будет несчастной развязка, но день на случайность скорее похож. Семейные узы, беззвучные струны, услышат их песню родные сердца, мелодии слажены, солнечно-лунной, наполнят друг друга они до конца. Семейное счастье, так близко разгадка, так просто друг другу тепло подарить, довериться связи, сердец без остатка, неистово и беспрестанно любить. Я заметил одну вещь. Смотрите, мы еще не закончили, а у вас уже прекрасный букет за столом. Вас уже наградили красивыми цветами. Оксана, между прочим, произнесла все фразы, которые сегодня, так сказать, в контексте нашего праздника или мероприятия: и семья, и любовь, и верность. Все три фразы. Оксаночка, еще прочитай, пожалуйста. Любовь – источник вдохновения, надежды, веры и мечты, и безграничного терпения, и несравненной красоты. Любовь – владычица вселенной, ей поклоняться каждый раз нас вдохновляет, окрыляет и превратит пустыню в сад. Любви на свете нет прекрасней, любовь судьбой озарена, и жизнь проходит не напрасно, пока в душе цветет она. Браво! И как говорят в пафосных заведениях, эти аплодисменты вам, Оксаночка. Ребят, ну согласитесь, как-то все хорошо, да? Вот. Тут не сглазить. Я думаю, не сглазить, все будет нормально. Еще одна участница хочет с вами поздороваться. Конечно же, давайте друг друга обманем. Мы все ее уже видели, конечно, она ходила, бегала. Но все-таки давайте ее представим. Эльмира Бестаева, заслуженная артистка Республики Северная Осетия Аламия. Здравствуйте, я здесь. Ах, Всем очень-очень приятно видеть. Такой, правда, сегодня праздник. День любви, семьи и верности. Любить — это прекрасно. Любить своих детей, любить своего мужа, любить... спасибо. Ты думал, что я это не скажу, да? Нет, я надеюсь. Любить. Вы знаете, это такое чувство, что благодаря этому чувству хочется писать стихи, читать стихи, писать песни потрясающие. Вот я хочу исполнить песню, которая вот сейчас на протяжении всего этого времени шла фоном таким красивым. Я просто добавлю слова к этой прекрасной песне. Она была посвящена Дмитрию Хворостовскому. Вот, можно, пожалуйста. Погромче. Не надышишься, не намолишься, не пронзишь лучом бессонной памяти. Это высшее, это большее, это то, о чем не шепчут, не кричат. Ночь прекрасная, небо звездное, за стеклом последнее отчаяние. Улыбайся мне на моей
Ничего не нужно, только пой мне эту песню. В ней я сотни раз умру и сотни раз воскресну. Только пой мне тишина, такая тесная беда. Но если в мире есть любовь, то в нее твой голос. Я боялась за него, я за него боролась. Ты ушел, и мое сердце раскололось навсегда. Все расписано на ноты года, на кофейной гуще глупо гадать. Жизнь сама идет вперед, и я прощаю твой уход. Но ничего не нужно, только пой мне эту песню. В ней я сотни раз умру и сотни раз воскресну. Только пой мне тишина, такая тесная беда. Если в мире есть любовь, то у нее твой голос. И я боялась за него, я за него боролась. Ты ушел, и мое сердце раскололось навсегда. Ты ушел, и мое сердце раскололось навсегда. Навсегда. Браво! Чтобы наши сердца никогда не раскалывались. Всех с праздником! Может, ты поведешь вторую часть? Мне надо отдохнуть, а по-моему тоже. Что-то- Спасибо большое. Дорогие мои, как настроение? Согласитесь? Отлично! Не хватает чая, ватрушек, кому-то бокала вина, наверное. Вот мы так, это мы тоже можем. Ну что ж, давайте поприветствуем еще одну красивую, талантливую девушку, которая у нас очень счастливая. Монолог счастливой. Вы увидите монолог счастливой женщины. Лизонька, просим вас. Узнаю по походке, а он брюки носит. Ла-ла-ла-лай. Выхожу я утром из подъезда, над двором солнце, а во дворе соседка. Я ей говорю: а какая же вы все-таки сплетница. А она мне отвечает: а у тебя, Дуся, муж пьяница. А я улыбаюсь. Я делаю вид, что все хорошо. Вроде бы я даже где-то счастлива, только не знаю где. Вот говорят, есть мужья, которые пьют и гуляют. А с моим полбеды. Он только пьет, но не гуляет. Это я знаю точно. С моим гулять нельзя, потому что он падает, прости господи. Но у мужа пьяницы свои прелести. Он соседка, она же от ревности вся высохла. Прям как вобла стала. Все следит, как бы у нее мужа бизнесмена не отбили. А как? А я чё? А я зато спокойно сплю. Моего никто не отобьет. А
Побьет сразу назад принесет. И в быту мой неприхотлив. Да, он соседки. Целый день стирают, убирают, крахмалят. На каждой веревке по 3 простыни. И все белые. А как же, не пьющим мужьям комфорт нужен, о как. А пьяницы чё? А пьяницы все равно на чем спать. Мой вообще предпочитает на улице. Зато какая у него окружающая среда. Ах! Особенно в пятницу. Вон соседки. Те ночами не спят. Они все думают, в какой банк им зарплату мужа вложить, чтоб дивиденды капали. А я чё? А я зато спокойно сплю. А чё думать? Тут уж думай, не думай. Я себе последнее платье в прошлом году сшила. Муж свой последний костюм в позапрошлом. Пропил. Вот другие мужья как? Их жены обижают, а они даже не шелохнутся. А мой? Мы с ним как-то решили пройтись, так я еще из дома не вышла, смотрю, он уже кого-то бьет. В общем, с моим не соскучишься. А скоро вообще весело будет. Нашего сына из садика исключают. Говорят, развит он не по годам. Слишком много слов знает, и все не те. Зато любит он меня. Правда, странную любовью. Дуся, Евдокия, если что, говорит, покалечу, чтобы никому такая Дуся красивая не досталась. Отелло чертов недавно вот из ревности очки мне разбил. Я ему говорю, что ж ты наделал, желанный? А он мне отвечает, это я тебя, Дуся, по очкам победил. Форменный олимпиец. Говорят, иди, Дуся, жалуйся. А куда? Профсоюза любителей выпить нет. В полиции отвечают, ничем помочь не можем. Вот если убьет, тогда другое дело. Тогда приходите, жалуйтесь. Кто сказал, что я плачу? А? Где слезы? Вот это? А может, это и слезы? Ну так они ж сквозь смех. Или наоборот. Или наоборот. Вот она, Николь. А? Зуба нет, синяк есть, но счастливая. Ты, Дуся, скажи соседям, чтобы они не шумели. А то они там катают что-то сверху. Не поймешь, что катают. Еще раз поаплодируем. Дорогие, ну что ж, время идет, дни проходят. Мы остаемся теми же, кем есть, людьми. Дай вам Бог всем здоровья. Люди, человеки, какое счастье смотреть ваши лица, какое счастье общаться с вами, какое счастье быть причастным к тому, что сегодня мы все вместе собрались. Это просто чудо. Продолжим наш вечер. Я как тот конферанс каждый раз забываю, что объявлять, и подхожу. Так, ага. Молодая. Ярковолосая, талантливая дочка моей однокурсницы, которая тоже сегодня сидит в зале. Валерия, ваш выход. Добрый вечер. Героини испанских преданий умирали любя, без упоров, без слез, без рыданий. Мы же детски боимся страданий, умеем лишь плакать любя. Пышность замков, разгульность охоты, испытаний тюрьмы — все нас манит. Но спросят нас, кто ты? Мы согнать не сумеем дремоту и сказать не сумеем, кто мы. Мы все песни подряд, все напевы. Потому на заре детский грех непонятен нам Евы.
потому как испанские девы мы не гибнем, любя на костре. Прекрасно, Валерия. Видишь, когда люди аплодируют, значит, либо хорошо, либо еще. Ну тут и так, и так. Хорошо, еще. Ты знать не можешь, как тебя люблю я. Ты спишь во мне спокойно и устало. Среди змеиных отзвуков металла тебя я прячу, плача и целуя. Тела и звезды грудь мою живую томили предрешенностью финала. И злоба твои крылья запятнала, оставив грязь, как метку на живую. А по садам орда людей и рупней, суля разлуку, скачет к изголовью зеленогривые огненные кони. Не просыпайся, жизнь моя, и слушай, какие скрипки плещут моей кровью. Далек рассвет, и нет конца погони. Вот не зря я раз, два, три, раз, два. Нас же слышно? Знаете, и так слышно. Но когда берешь в руки микрофон, это уже какая-то ответственность, знаете. Хочется выйти в зал, походить, сказать здравствуйте, поздороваться со всеми поближе. Вот. Эдуард, здравствуйте еще раз. Даже не представляешь, насколько я тебя люблю. Дорогие друзья, вот минутка открытого микрофона. Почему бы нам вот сейчас всем кому-то просто не пожелать хороших, добрых слов? Эдуард, ну пожалуйста. Ну, я тоже могу без микрофона пожелать добрые слова. Хотел потому, что я не первый раз вижу этих девочек, слышу их. И просто хочу сказать, что огромное спасибо людям, которые, говорят, жизнь положили для того, чтобы эти девочки чувствовали себя равноправными среди нас, в нашем обществе. Чтобы они понимали, что их любят, что не нужны. И я вижу не только здесь подвиг мам, родителей, которые, казалось бы, вопреки всему делают все для своих детей. Когда другие говорят, ну зачем? А они живут ради них. И значит, жизнь, Роберт прав, мы люди. Даже в человеке есть человеческое, вопреки всему. Какое бы тяжелое ни было время, есть. Я как-то сказал, в жизни достаточно нормальных людей, чтобы чувствовать себя счастливым. И я поэтому чувствую себя счастливым, потому что, ну хотя бы потому, что вот мы не так часто встречаемся. Я знаю, что есть такой человек, как Роберт. Я знаю, что есть такие люди, как вы, девочки. И я знаю, что вот есть опора всех нас, Валька. И просто вот то, что вы сегодня собрались, мы сегодня собрались, в этом огромное, не подвиг, мы все время говорим подвиг, нормальное человеческое проявление чувств. И пускай они вам, девочки, вам помогают, нам помогают, потому что чистиканы дам, яхсенканы и ровно хаш. И мы для себя это делаем. И вот тогда человек счастлив, когда человек тогда счастлив, когда он живет ради кого-то, для чего-то. Вот тогда он по-настоящему и счастлив, и сильный. Поэтому мы сильны и счастливы. Благодаря вам тоже. Так, ну что, блин, Эдуард, спасибо большое, спасибо. Когда говоришь в микрофон, какая-то ответственность, как будто нависает. Вот, так. Вот правильно. Я могу сделать небольшую пакость и просто, знаете как, вот, подойти просто и передать микрофон. Я безответственный человек. Просто передать вот. К моему сожалению, большому сожалению, я первый раз здесь. Поэтому, конечно, все здорово. И я смотрю на Роберта и вспоминаю, был такой партизан, значит, Хадагов, он в Белоруссии, очень известная личность была. И ему открывали мемориальную доску. И его мечта, он уже долго-долго лежал, и супруга его ухаживала за ним. И все время мне звонила и говорила, он так хочет вот эту песню послушать, которая «Белоруссия» называется.
мадам, какой-то парень из Гизели ее поет, но мы его не знаем, ни фамилию, ни имя, ничего не знаем. Знаем только, что живет в Гизели. А он несколько лет прикованный к постели был, Роберт. И вот когда ты запел, они окно открыли, и вот по сегодняшний день вот это у меня запечатлелось в памяти. Когда я слышу Роберт Кисеев, вот сегодня я пришла посмотреть, просто давно тебя не видела, и Фатима Пагиева говорит, ну кто там будет? Роберт Кисеев, супруга, замечательная пара, Спасибо. день семьи сегодня. Я очень хочу, чтобы у вас все было хорошо в семье, прежде Спасибо всего у большое. вас, потому что вы сегодня нас позвали на такой замечательный праздничек. Девочкам я желаю самого доброго, самого светлого. Они такие на самом деле светлые девочки. И дай Бог, чтобы в семье каждого из нас царило спокойствие, чтобы была аура теплая, чтобы все друг друга любили, ценили, уважали и гордились друг другом. Вот это я вам от души желаю. Конечно, если бы не сегодняшний день, если бы я вот раньше знала, я бы тебя попросила, чтобы ты для всех эту песню спел. Ну вот, к сожалению, сегодня Есть одна песня, но формат. немножечко. Я Ну, спою. запомни когда-нибудь, если будет возможность, лично для меня эту песню спеть и для нашего Харитона Хатагова. Ага. Да. Я все, я Всем понял. добра, мира. Да. Спасибо большое. Спасибо, ребята, спасибо. Девчонки, смотрите, какие они классные, красивые. Вот, наверное, придется спеть. Я, правда, боялся очень. Я ж таких классических песен не знаю. Но вы знаете, вот как-то после школы вот, песня была очень модная. Марджаджа, Марджаджа. Легко, везде. Пел только одну песню. Куда ни пришел, Марджаджа. Все. Я был королем Марджаджа. А потом мне понравилась почему-то еще одна песня. Вы ее тоже все прекрасно знаете. Она тоже тематичная сегодня. «Я люблю тебя до слез». Это, она такая, знаете, и но ее же надо спеть, да? Ее надо уметь спеть. Вот. И мне кажется, я не знаю, по-моему, как-то получилось, но я боюсь, что тут, если мы сейчас тут начнем орать, соседи придут. Но это будет позже. Нет, это будет... Нет, это будет позже. Да. Давайте передадим слово. Сделай нам музыкальную паузу. Да? Давайте, ладно. Не дай бог, я куплеты перепутаю. Если что, простите. Белизной твоей, манящей белой кожи, красотой твоих божественных волос наслаждаюсь я, мне всего дороже все у нас с тобой только началось. Я люблю тебя до слез, я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как в первый раз, вместо лжи красивых фраз. Это облако из роз, мой бедный год, лепестками белых роз. Я наше ложе застелю. Я люблю тебя до слез. Без ума люблю. Ну как-то так, ребят, если что, извините. Белизной
началось. Я люблю тебя до слез. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как в первый раз. Вместо лжи красивых фраз. Не могу, Эдик, не могу здесь разораться. Это облако из роз, лепестками белых роз. Я наше ложе застелю. Я люблю вас всех до слез. Как бы ни пел, люблю. Я люблю вас. Ребята, на самом деле, вот сидел бы какой-нибудь человек и сказал бы: плохо, минус, я ушел. Зачем я сюда пришел? Для чего? Чтобы ты фальшивил, негодяй. Но вы-то здесь, вы-то рядом. Спасибо вам, что не расходитесь. Лучшие. Я вам обещаю, Эдик, найдем хорошую аппаратуру, найдем большое поле и будем петь неотрывно. Спасибо, ребята, девочки, я не перекричал, да? Нет, красотки, спасибо огромное. Ну, теперь мне ничего не страшно. Это мы миновали. Ну что, хорошо, спасибо вам большое. Я передаю слово Валерии. Лерочка. Я Валерия, так официальнее просто. Лерочка. Любовь — это битва, заранее проигранная. У комара век 1 день, у розы 3, у кошки век 13 лет, у любви 3 года. И ничего не попишешь. Сначала будет страсти, потом будет нежности, и, наконец, год скуки. В первый год говорят: если ты уйдешь, я покончу с собой. На второй год говорят: если ты уйдешь, мне будет больно, но я выживу. На третий год говорят: если ты уйдешь, я обмою это шампанским. 3 года. Статистика, биохимия, мой личный опыт. Срок любви везде один. Не нравятся мне такие совпадения. Почему 3 года, а не 2, не 4 или, скажем, 600? На мой взгляд, это подтверждают 3 этапа, которые не раз выделяли Стендаль, Барт и Барбара Картлер. Страсть, нежность, скука. Цикл из 3 ступеней. Каждая длинный год. Триада, незыблемая, как святая троица. В первый год покупают мебель. На второй год мебель переставляют. На третий год мебель делят. Любовь — это упоительная катастрофа. Знаешь, что несешься прямо на стену и все равно жмешь на газ. Летишь навстречу своей гибели с улыбкой на губах. С любопытством ждешь минуты, когда рванет. Любовь — это единственное запрограммированное разочарование. Единственное предсказуемое несчастье, которого хочется еще. Любовь — непонятная штука. Когда видишь ее у других, ничего не понимаешь. И еще меньше, когда это случается с тобой. Чтобы любовь жила вечно, достаточно забыть о времени. Чтобы любовь не прошла, в каждом должно быть что-то неопределенное. Не допустить пресности. Нет, это не значит подстегивать себя искусственно созданными дурацкими встрясками. Просто нужно уметь удивляться чуду каждого дня. Быть щедрым и не мудрить. Я узнала главное. Чтобы стать счастливым, нужно пережить состояние ужасной несчастливости. Если не пройти школу горя, счастье не может быть прочным. 3 года живет та любовь, что не штурмовала вершины, не побывала на дне, а свалила снег, готовенько. Любовь живет только, если каждый из любящих знает ей цену. Мы не были готовы к счастью, потому что не были приучены к несчастью.
Вы знаете, нас ведь растили в поклонении одному Богу, благополучию. Нужно совершиться самому, чтобы прожить незавершенную историю. Я не знаю, как там насчет 3 лет. Мы с Эльмирой в этом году 10-очку отметили первую. Этап пройден, ребята. 10 лет. 20 Фатимоч. А можно я расскажу эту историю, ребят? Вот чуть-чуть. Ой, какая вот. история. Фатима Пагиева вела концерт на площади А Танка. я снимала. Вот. Кстати, где видео? У меня видео. До сих пор, да? Я подговорил Фатиму, что сегодня я буду красть невесту, свою Эльмиру. Она ничего не знала. Приехала половина алхачурта, стоит там. Эльмира спрашивает, а что здесь столько много твоих ребят? Я говорю, мы потом поедем в караоке петь. Он говорит, все? Я говорю, да, все. Я предупредил всех, Фатимочка. Ты знаешь, в какой-то момент, когда она поклонится, прибежит мой красивый труп с булкой и на плечо вперед. Знаете, что мне понравилось больше всего? Конечно же, мероприятие было городское, и там стояла полиция городская. Я подошел к ним, я говорю, вот, в общем, такое дело, буду красть девушку. Он говорит, только тихо. Согласен. Да, они по-своему, ребята, все. Значит, Эльмира рассказывает стихотворение, поклон, бурка, плечо, и из бурки торчит микрофон. Она бежит с микрофоном, Фатима кричит, отдайте микрофон. Микрофон отдали, но полицейские гениально. В этот момент они сделали ультра. Все отвернулись. Это, Фатимочка, я тебе очень благодарен. Творческие люди, мы без этого не можем. Надо, чтобы запомнить. Главное, снимали все, но я еще ни одного кадра не видел. Ее надо забрать. Игру я специально привел, снимал. Да, прекрасно. Продолжим, ребята. Вот знаете такое понятие есть галерка? Галерка – это самое идеальное. Как вы там, нормально? Серьезно? Прекрасно. Знаете, я однажды собирал в голове образ девушки. Я собирал, это был собирательный образ. Смотрите, я вам попробую передать. Школьная дискотека. Жвачка вокруг. Елка стоит. Новогодняя дискотека. Уже 11 класс. Каре. Стоит у стенки. У галерки. Подходит. Сама, говорит, потанцуем. На. Что, не хочется, чтобы у вас были просто такие же мысли. Нормально же идем, да? Вам же хорошо. Что там показываете? Ладно, ребят. Давайте-ка продолжим. Немножечко поговорим о любви, о семье, о счастье. Лизонька, вы готовы? Готово. Ваш выход под аплодисменты. Вы не видали господина, виновника сердечных мук? На нем цилиндр и пелерина, и бледнопалевый сюртук. Вот как зовут его? Не помню. Вчера в гостином у ворот без разрешения его мне представил просто сам Эрот. Он подошел с поклоном низким, корректно сдержанный Ланглес, тихонько передал записку, приподнял шляпу и исчез. Ну где ж записка? Ради Бога! Ах, вот она! Лети, печаль! Вот! Николай Васильевич Гоголь! Вы не слыхали? Очень жаль. Пожалуйста, те, которые не слышали про Николая Васильевича Гоголя, прошу вас выйти на время. Внимание, время. Все здесь, значит, очень хорошо. Спасибо большое, Лизонька. Ну ладно. Вот она. Вот она, красавица, улыбчивая. Мне кажется, Кам, не зря ты сегодня отличаешься цветом, да. Мы с тобой немножечко в колоре, девочки в колоре. Можно признать? Можно признаться? Я вчера
Мы здесь собрались вчера, репетировали, и я большой лось плакал. Ну, да, меня тронули эти стихи. Прошу, к тебе. А он мне в сердце радугу включил, и заискрились яркие цвета. Меня своим примером научил, что нужно верить, если есть мечта. Реальный человек, но не земной. Все потому, что послан мне с небес с заданием приглядеть за мной. Я до него не видела чудес. А он мне в сердце радугу включил, сумел и покорить, и вдохновить. И только у него в руках ключи от счастья моего и от любви. И хочется весь мир ему отдать. Пусть счастье выдают его глаза, но друг без друга нам уже нельзя. Ведь он мне в сердце радугу включил, волшебник мой любимый, мой герой. Где сказочник калечил, он лечил, ни словом доказав свою любовь. Ведь вся его романтика проста, заботиться о близких и прощать. Какая в этом сердце красота, исполнить, а не обещать. Ведь он мне в сердце радугу включил, и не подозревая даже сам, мое с любовью сердце получил. Я очень благодарна небесам за ангела, что рядом есть со мной. Я знаю, больше в небе нет таких. И сердце на двоих теперь одно, и радуги нам хватит на двоих. Браво! 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 Девочки! Браво! Это вам аплодисменты, девчонки! Браво! Спасибо! Я же признался, я же сказал первый раз, я здесь первый раз. И с девочками мы не так давно знакомы, не так давно и не так долго. Но я, девчонки, теперь, с сегодняшнего дня, я мечтаю быть ближе к вам. Я мечтаю о том, чтобы мы... Да что мечтать, все в наших руках. Чтобы мы что-то делали еще, творили, созидали, что-то творческое. Да? Обязательно. Я вас обожаю. Я вас обожаю. Это... Еще одно стихотворение. Камиль. А ты меня сегодня любишь? Спросила громко девушка в маршрутке. И пуговицу пальцем теребила на кожаной своей осенней куртке. Ей кто-то там ответил в телефоне. Она тихонько стала хохотать. Вчера это вчера. Ты что, не понял? А мне сегодня это нужно знать. Напротив тихо женщина вздохнула. Уж год как бросил муж, и ждать нет сил. Слезу щеки тихонечко смахнула. Эх, если б и он вот так спросил. А рядом с ним мальчишка, лет 5. Ладошку папы очень сильно сжал. Пап, ну а ты меня сегодня любишь? Отец вдруг, улыбнувшись, приобнял. Конечно, любит, бабушка сказала. Смотри, как смотрит. Ты же его награда. Ты счастье его в каждом новом дне. И даже сомневаться в том не надо. Улыбка у мальчишки стала шире. И он спросил: а кто-то любит вас? Не знаю. Я живу одна в пустой квартире. Одна, наверное, встречу смертный час. Есть дети, внуки, правнуки. Так вышло, что им уже давно не до меня. В маршрутке тишина на миг повисла. Но нужно жить, другого не виня. Мне главное, чтоб жили они в счастье, здоровы были, и чтоб все в порядке, чтоб хоть раз в 3 месяца звонили. Я жду их, покупаю шоколадки. Для них всегда горит мой свет в окне. Молиться буду каждый день за каждого, ведь это важно, это очень важно, когда есть тот, кто любит в каждом дне. А вот меня и не за что любить, сказал мужчина. Я тупой баран, не смог я счастье вовремя ценить. И в том, что я один, виновен сам.
Ты не баран, вдруг кто-то прокричал. Бараны не сумеют позвонить. Ты хоть раз ее номер набрал, попросил простить. Мужчина лишь вздохнул, махнув рукой, и номер прям по памяти набрал. Скажи, а ты меня сегодня любишь? Люблю. Еще сильнее, чтоб ты знал. Его глаза наполнились слезами. Нельзя мужчине плакать, некрасиво. Но если бы вы только понимали, как рад я ее слышать. Всем спасибо. Набрал вслух смс-ку парень в куртке. Ответ он всей маршрутке прочитал. А ты меня сегодня любишь? А ты меня сегодня любишь? Люблю. 24 часа в сутки. А ты, сынок, ты хоть чуток-то любишь? Старик спросил мужчину у окошка. Люблю, бать. Я к тебе 5 суток ехал, чтоб рядышком побыть с тобой немножко. Напомните же близким и родным, что мыслями и сердцем рядом будете. Согрейте их признанием простым, что и сегодня вы их очень любите. Это космос. Это запредельно. Это прям туда, куда надо. Это любовь. Это любовь. Вот так надо любить, ребят. Так, Камиль, право. Спасибо. Растрогала опять. Друзья мои, ну что ж, настал и наш час с Эльмирой. Мы постараемся вам презентовать. Эльмирочка. Иду. Ага. Мы еще не перевоплотились, да? Нет. Мы продемонстрируем и покажем вам небольшой отрывок из жизни, обычной семейной жизни команды. Да, я вот и все. Ну что? Мне надо... А давайте девочек развернем. Вы не хотите, чтобы тоже было видно? Вот так. Может еще позвать тех, которые за кулисами. Пусть тоже сядут. Девочки. Вон туда, Валерий, можно сесть. Или вот сюда. Туда. Мы с удовольствием покажем не нашу семью. Будем представлять так, то, что мы сейчас находимся в таком уютном большом доме, где живет множество персонажей и образов. Богатых и не очень, веселых и грустных и так далее. И в этом доме живет одна замечательная семья, которая пытается начать все сначала. Давайте. Так, по горизонтали. Город Сталеваров. Город Сталеваров. На Мэ. Мурманск. Нет. Мукачев. Мурманск. Да не мычи ты! Ты мешаешь мне читать. Не читай, ты мешаешь мне мычать. Не остроумно. Как грустно, туманно кругом, тосклив, безотраден мой путь. А прошлое кажется сном. Сережа, не пой, я же просила. И вообще ты воешь, а не поешь. Ямщик, не гони лошадей, и некуда больше спешить. Хватит моять, что не видно глазами. Ну, как маятник. Сядь, в конце концов. А сяду, я сяду. Ему такой пуля
было. Он сказал, закрыл глаза. Как муравей стрекоза. Бежала лошадь. Я же просила тебя. Ты меня просила не петь и не мычать, я свистю. Свистаю. Насвистываю я. Какая разница, все равно перестань. Почему я должен перестать, когда мне хочется издавать хоть какие-нибудь звуки в этом доме? Почему? Хорошо, давай издавай. Может, тебе хочется реветь, как автомобильная сирена? Так давай, реви. Я ставлю вопрос принципиально. Почему я, как мужчина, должен тебе во всем подчиняться? Почему? Ну, потому что хотя бы я женщина. Ой, слушай, мы с тобой не феодалы. В нашем браке все стороны равны, как в равнобедренном треугольнике. Сереженька, 5 лет назад, разговаривая со мной, ты обходился без геометрических сравнений. 5 лет назад я был юный глуп. О, ты знаешь, что говорят французы на это? Если человек глуп, то это надолго. Ты где это вычитала? Что? А русским на это отвечают. С кем поведешься, от того и наберешься. Боже мой, ты грубишь, как в автобусе. Как верно сказал один старый поэт. Только утро любви хорошо. Опять вычитала. Где ты это вычитала? Ну, где? Да. Сереженька, я имею в виду, что 5 лет назад ты был чуткий, внимательный, предупредительный, а сейчас... О, какая ты была 5 лет назад. Какая? Умная, красивая, стройная. Да, теперь ты полностью подавляешь мою мужскую индивидуальность. Интересно, это когда же? Уж не тогда ли, когда мы идем с тобой вместе под руку, а ты улыбаешься посторонним женщинам? Или когда ты мчишься, как сумасшедший, вперед, а я еле поспеваю за тобой с полными сумками, бегу, как сумасшедшая? Ах, вы, значит, так заговорили, вот именно да? так я и заговорила. Вы, значит, вот так заговорили, именно вот так я заговорила. А почему, когда это вам звонит ваш Владимир Иванович, и к телефону подхожу я, он почему-то меняет голос и спрашивает: здесь живет маляр Протопопов? Человека, у которого совесть чиста, не будет спрашивать маляра Протопопова чужим голосом. Какого маляра Протопопова? Вот такого. Я не знаю никакого маляра Протопопова, в конце концов. Не знаю. Владимир Иванович, да ты вообще перестань кричать на меня, ты кричишь как на пожаре. Это ты кричишь, это как ты на пожаре. Это ты кричишь кричишь, как на пожаре. Нет, это ты кричишь, как на пожаре. Это ты кричишь, как на пожаре. Все, я ухожу, все, я ухожу. Очень хорошо. Я ухожу, все. Я тоже ухожу. Вот и прекрасно. Вот и иди. прекрасно. Вот и иди, Вот и всё. прекрасно, и я ухожу, в конце концов. Все, я ушла. Да, вот и я ушла. Боже мой, действительно, правда, что ли, уйдет? Так, все. Я так больше жить не могу. Сережа, я тоже так больше жить не могу. Надо что-то придумать. Да, надо что-то придумать. Ну да, давай думать. Давай думать, только надо хорошо подумать, чтобы мы больше не ругались. Хорошо, давай, надо подумать. Я буду думать, потому что я голова священная. Я придумала. Что? Хотя нет, с тобой вряд ли получится. С Владимиром Ивановичем получится? Ну, все, успокойся, хорошо. Я придумала. Что? Нам нужно просто попробовать все начать сначала. Что начать сначала? Нашу семейную жизнь начать сначала. Нашу семейную жизнь начать сначала? Да. Тут надо хорошенько все обдумать. Чтобы начать сначала, я не готов начинать сначала семейную жизнь с одной и той же женщиной. Ну, а ты представь, что ты на мне не женат. И очень хочешь на мне жениться. Не получится. Получится. Не получится. Получится, ну, пожалуйста, Сереженька, ну ради меня. Ну хотя бы в шутку. В шутку получится. А теперь иди на лестничную площадку и приди ко мне так, как будто ты пришел ко мне на первое свидание. Что приду? Какую лестницу? Да иди, сказал, замолчи. Возьми коробку конфет. Чего? И преподнесешь мне, как когда-то. Помнишь, как это было? Слушай, какие конфеты? Иди уже. Слушай, только я предупреждаю, что здесь кроме одного мишки и 2 кусочков сахара ничего нет. Хорошо, иди. Это к тому, что потом скандала не было. Да не будет никакого скандала, иди! Господи, как я встревожена, будто это и действительно наше первое свидание. Да-да, войдите.
Я пришел, что дальше делать? Ну придумай что-нибудь, потом скажи: здравствуйте, Анна Павловна. всё, И потом всё, мчался, ну давай, хватит, сам, хватит! Господи, на самом деле, как я встревожена. Кто? Да-да, войдите. Здравствуйте, Анна Павловна. Я к вам так мчался, вон с той следующей клетки, на силу примчался. Я пришел, вот, все. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте. Сергей Сергеевич. Я один пришел. Куда все? А, это вам. Вот, ешьте, кушайте. В общем, все это вам. Ой, Сергей Сергеевич, какой вы внимательный. А как вы узнали? Как вы узнали, что это мои любимые? Где Мишка? Какой Мишка? Конфета, Мишка, вот здесь лежала. Где? И съел, пока на лестнице стоял. Хороший жених, нечего сказать. Пришел на первое свидание к любимой женщине. И жрать единственную конфету из коробки. Иди снова на площадку. Все, я больше не пойду. Почему? Потому что там холодно. Ой, тоже мне неженка, подними воротник и иди. Только сахар не слопай. Господи, я так встревожена. Кто? Да-да, войдите. Здравствуйте, Анна Павловна. Я к вам так мчался, на силу примчался. Вон оттуда шел с лестничной клетки. Это вам первое свидание. Вот, держите, вот. Все, в общем, это все вам. Фу. Сергей Сергеевич, какой же вы внимательный. Как вы догадались, что это мои любимые конфеты? Просто. Мои самые любимые конфеты. Что это вас так насмешило? Я не знал, что сахар твои любимые конфеты. Господи, как же тяжело, как трудно начинать с тобой все сначала. Хорошо. Вы сидите, Сергей Сергеевич. Ну, расскажите мне что-нибудь. Что тебе рассказать? Что-нибудь. Ну, скажи, что ты меня влюблен, очень сильно влюблен. Не знаешь найти какие-то слова. Говори, давай. Ну, я в вас влюблен, но на холодную лестницу я больше не пойду. Не надо больше на какую лестницу идти. Хорошо. Ну, может быть, вы тогда мне что-нибудь споете? Не буду петь. Хорошо. Ну, тогда хоть посвистите. Не буду свистеть. Почему? Потому что не хочу. Да нет, очень странный вы человек! Когда вас об этом просят, вы свистите как полицейский, а когда об этом вас просит молодая жена, на которую 5 минут назад женился, Не 5 он минут, а 5 лет. 5 минут? 5 лет. 5 минут? 5 лет. Вот сейчас, 5 5 минут. лет. 5 лет. Не буду. Почему? Потому что мне ужасно хочется помолчать. Мы опять начинаем все сначала. Мы опять ругаемся. Так, хорошо. Давай, я и еще раз попробуем начать все сначала. Я не пойду, больше не пойду. Все. Я пойду Вот и на холодную лестницу, и я простужусь. Вот и прекрасно. Ну, Сереженька, ну подумай, мы любим друг друга, и вдруг разрыв. Ну, ты умоляешь меня остаться, умоляешь. Ну, в общем, тянешься, хорошо? Если я не захочу тебя Да ты умолять. только попробуй. Все. Я пошла. Я не готов! Войдите. О, Анна Павловна! Какое счастье! Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте, Анна Павловна. Прошу вас, пожалуйста, присаживайтесь, Анна Павловна. Вы меня, наверное, очень ждали. Да нет, не ждал. Нет, ждал. Фу, запутала. Теперь
теперь я не знаю, что... Переживай побольше. Что? Переживай побольше. Я пришла вам сказать... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я пришла вам сказать... Ой-ой-ой-ой-ой. Я пришла вам сказать, что между нами все кончено. Слава Богу! Умоляю меня оставьте! Что? Умоляю меня оставьте! Умоляю вас, оставьтесь, Не умоляю. умоляйте меня, не умоляйте! Между нами все кончено, я больше не хочу никакой жизни. Дайте мне мое письмо! Какое письмо? Ты чего придумал? Дай какую-нибудь бумажку! Верните мне мои письма! На, вот тебе бумажка, на. Вот, бумажка. 5 пар носков, цветных рубашек. Да что ты мне дал? Это же счет из прачечной! Дай мне другую бумажку! Не умоляйте меня, оставьте! Я хочу На, забрать вот письмо, тебе и больше вообще другая с вами бумажка. никогда не связываться! Вот, держите, вот вам другая бумажка. В конце концов. Придумывай, Господи, Боже мой, что В конце концов, Что ж тебе еще надо? Вот. вас люблю. Я вас тоже люблю. Была стоять. Это же действительно мое письмо. Господи, Боже мой. Да, конечно, твое. А я и не Это знала. письмо, которое ты мне написала 5 лет назад. Я и не знала, что ты до сих пор его хранишь. Как это хорошо, как это приятно. Храню. Я его даже перечитываю, когда мы особо сильно ссоримся. Ну вот видишь, как я хорошо придумала. То, что мы начали все сначала. Я теперь всем своим родным и близким буду советовать. Если вдруг в вашей жизни что-то разладится, попробуйте начать все сначала. Ну, хотя бы шут. И все у вас будет. Хорошо. Под этой изорванной газетой, нервами мужскими попорченной, лежит красивый микрофон. Один, да? Один. Ой, мать, я уже Да пел, ладно. тут такое было. Нет, нам хватит одного, правда, в один споем с удовольствием. Такой переходик должен был быть и будет, в конце концов. Песня такая, любимая наша, дуэтная, где бы мы ни сидели на всяких посиделках, мы обязательно эту песню поем. И вам тоже с удовольствием споем, правда? Да правда. Ну, видишь, как я хорошо придумала. Сахара у нас столько. Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с тихим утром, майским садом, с крыльями орлиными. Сто полем яснее с берега туманного, самого далекого, самого желанного. Это все случилось, такие вечера. 3 года ты мне снился, а встретился вчера. Тебя, любимый, знаю, ни с кем я не Ваш выход. Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, чтоб своим веселым взглядом к сердцу прикасается, чтоб походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как
и вас, мои родные, ни с кем я не собью. Браво! Да. На этом, наверное, на такой хорошей и трогательной нотке мы сегодня, наверное, завершим наш вечер. Еще раз хочется сказать огромное спасибо всем вам, всем немногочисленным, но избранным, самым лучшим. Вот сегодня здесь самые лучшие избранные, потому что у нас закрытый клуб и закрытая вечеринка. На самом деле двери открыты, но все свои. Еще раз огромное вам спасибо, с праздником. Аплодисменты нашим девчонкам, которые потрясающе сегодня читали стихи. Просто потрясающе. Спасибо, спасибо. Большое спасибо Фатиме. Фатиме огромное спасибо в любом случае. Союзу театральных деятелей огромное спасибо Союзу театральных деятелей Республики Северная Осетия. Алане за такую возможность, сегодня всем нам встретиться. Дорогие друзья, вот видите, даже расходиться не хочется. И здесь нет второго выхода, отсюда не уйдет. Все выходят в одну сторону. Поэтому... Улыбайтесь и не бойтесь разориться, ведь улыбка к каждому из нас вернется. Любите и будьте любимы. Еще раз, пожалуйста, наградите аплодисментами наших. Премьерные цветы. Ну и, Роберт, у нас сегодня в гостях очень много людей. Дадим слово всем, да? Да, конечно, конечно. Сегодня у нас представитель Союза женщин России Тихонова Людмила Владимировна с миссией. Людмила Владимировна, знаем, любим. Боже ты мой. Ну, я уже прям запуталась. Да, Спасибо большое. Красотка. да. Знакомая тебе слово. Да. А это... подождите секунду. Спасибо. Ну тогда проходите к нам. Да. Во-первых, еще раз добрый вечер всем. Спасибо за такое прекрасное мероприятие. Ой, туда. Вот мы сейчас так и сделаем. Сегодня нас заставили вспомнить, когда мы были молодыми, как мы шагали в ногу. Сегодня вы говорили, что 10 лет вместе. Да. А мы вот с Виктором Васильевичем 50 лет вместе. Ой, шагаем нога в ногу. Золото. 19 января. Золото. А у нас через год. Поздравляем вас. 50 лет. Мне было 25. Я хочу поздравить не только председателя Союза женщин России Лаховой Екатерину Филипповну, но и лично от себя. Замечательным праздником. Днем семьи, любви и верности. Сегодня вы еще раз нас убедили. 10 лет вы шагаете дружно, нога в ногу. Вы чувствуете твердое плечо. Как здорово, что в семье у нас, мы с вами все за традиционную семью, где есть мама, папа. Абсолютно. И в слове «семья», если задуматься, не только мама, папа, но и все желанный дед. Это была мечта. Вот. И сегодня еще раз хочется сказать спасибо огромное. Ведь чем сильна наша республика, тем, что она многонациональная. Да. То, что у нас вот многонациональные семьи. Сегодня было мероприятие, парад семей. Мы видели наши многодетные семьи. И ведь сейчас на самом деле президентом России делается очень много, чтобы семьи стали сильными. А это значит сильная семья, стабильное государство. И хочется прежде всего пожелать всем счастья, любви, конечно, без любви ничего. Нет начала. Правильно? Мира,
И, конечно же, всего самого доброго, самого хорошего. И поскольку Роберт, Эльмира, я могу так назвать? Конечно. Вы мои дети, можно так сказать. Поздравляю вас с этим замечательным праздником. И Екатерина Филипповна, председатель Союза женщин России, она не только открыточку, но и еще праздник, наш подарок. А поскольку это семейный праздник, да, здесь еще есть наш сувенир. О, это вам семейный подарок. Ничего себе. Спасибо большое. Он вам обязательно пригодится. Спасибо. Спасибо вам большое. Так, вот... Ну а теперь, уважаемая Валерия Алановна, тоже председатель Союза женщин России, поздравляет с этим праздником и вручает вам наш подарок. Спасибо вам. Какая приятная церемония. Рима Руслановна с розой. Где она у нас? Замечательная. Я вот смотрю, тяжеловато. Давайте я подержу. Да. Сзади можно положить. Вот, сзади. Тимуля. Я вот сюда кладу сзади тебя, хорошо? Да. Камила Михайловна. Вы знаете, я сегодня наблюдаю Камила. Мы давно знакомы, даже Камила вот говорит. И наблюдаю, какие вы молодцы. И сегодня я хочу сказать низкий поклон вашим родителям. Вам, конечно, Фатима Савельевна, и всем, кто рядом. Спасибо вам огромное за то, что вы есть. Вас я знаю вот такими еще. Поэтому... Пакетик мы выдали. Да, тоже тяжеловатый. Ну, я там. Вам спасибо большое за... Мы тебя также поздравляем, вручаем наш подарочек и сувенир. Потом откроете, вы видите. И наша замечательная Оксаночка. Так, тоже моя хорошая. Спасибо огромное. Оксаночке аплодисменты. Спасибо большое. Спасибо большое, Людмила Владимировна пришла не просто так. Сейчас, если она нам еще откроет историю про хартию, которую нужно подписать сегодня, это интересная история, потом вы о ней расскажете. Но у нас в гостях еще сегодня только приехала, только, потому что с детьми-инвалидами и с детьми Донецка она выезжала, вывозила их на отдых, на море, Ханзарифа Хабаева. При реабилитационном центре детей-инвалидов и инвалидов с детства мы открыли в каком году? В 19-м. В 19 году мы открыли театр инклюзивный «Радуга». Ну и вот этот театр существует до сих пор. Артисты этого театра участвуют. Я бы, пользуясь случаем, я, как говорится, с корабля на бал, практически не готова была, полностью не владела информацией. Я прошу вот за такой радушный прием, вы простите меня. Но у нас еще все впереди, как говорится, я без внимания не оставлю. Я просто восхищена таким талантом. Я безмерно благодарна за то, что такой радушный прием наших талантливых детей, артистов театральной студии «Радуга». Но я сегодня хочу отметить нашу дорогую и любимую, всеми любимую, значит, режиссера нашего театра Фатиму Савельевну. Ну, это вот пока так, это небольшое такое внимание. Фатима Савельевна, дай Бог вам здоровья, дай Бог вам за вашу доброту, за широту души в самом деле, за то, что даете им шанс жить полноценной жизнью нашим детям. И что девиз «Смотри на меня как на равное» – это не пустой звук. И в самом деле вы даете им шанс жить полной, полноценной жизнью, раскрывать их творческий потенциал. Спасибо тебе огромное. Небольшой презент от меня. Спасибо, моя дорогая. Спасибо большое. Буквально недавно были на фестивале в Махачкале. В Дагестане. Да, в Дагестане мы были. И вот именно мне было очень приятно, когда мы представили искусство наших деток. И, конечно, было очень приятно, что все оценили и сказали, что уровень культуры в Северной Осетии просто высок. И, конечно,
было реально приятно, потому что мы открывали программу. Доверили такое. Да, мы открывали всю эту программу, и они потом подходили, брали интервью, у всех брали там контакты, и, конечно, это было приятно, особенно когда говорили: Ханзарифа, спасибо вам за то, что мы у себя в Чечне открыли реабилитационный центр благодаря вам. Мне было реально приятно. Потом первый фестиваль провели благодаря вам. Ну и вот, конечно, приятно, когда говорят о твоей республике в превосходной степени, ну, это очень классно. Спасибо вам. У нас сегодня также в гостях, я не говорю также, потому что, честно говоря, это человек, я всегда говорю, я смотрю на вас, я учусь у вас, я делаю как вы, можно сказать, мой наставник, потому что многому она нас научила. Тамара Габуевна Кайтукова, она всегда говорит: если мероприятие прошло и нет общей фотографии, мероприятия не было. И с тех пор мы всегда в финале делаем такую как бы общую фотографию, но пока не общая фотография, передаю вам право слова. И, конечно, нам очень приятно. Сегодня она представитель министерства по вопросам национальных отношений Республики Северная Осетия, Алания. И, конечно, нам всегда приятно, потому что Тамара Габуевна известный человек в этой республике. Да. Да, известная общественница, за которой мы прям даже не угонимся, наверное, никогда. Я столько сказала, Фатима, что надо это все оправдывать теперь, да? Конечно. Дорогие друзья, конечно, здорово, что у нас есть вот такой вот театр, скажем так, да? Первое, потому что как бы тут он необычный. И здесь собираются люди, кому именно дорого театральное искусство, кто любит слово, кто любит музыку, кто любит тепло вот таких небольших творческих объединений. И я рада, что я сегодня не ушла домой с одного мероприятия, а вслед за Фатимой приехала сюда. Я ей говорю: Фатима, я вспоминаю свои молодые годы, когда я 5-6 мероприятий в один день могла посетить, не только посетить, а провести. Вот. Но сегодня я хочу вам от имени Общественного совета, от имени Министерства по делам национальностей, от имени Дома дружбы нашей республики сказать всем, девочки, и вам, и организаторам, и всем вам сказать огромное спасибо. И вручить вам вот такие небольшие грамоты благодарности. Куда за стол? Так, Роберт, так как ты мужчина, первую я хочу вручить тебе, пожалуйста. Где у нас есть? Да. Очень люблю тебя, очень ценю тебя. Это тебе. Спасибо. Это я вас. Спасибо, спасибо. Вот, я очень рада, что у такого парня, как Роберт Кисиев, такая замечательная супруга, как Эльмира Истаева. Да, блистательная. Спасибо. От всей души хочу вас тоже поздравить с таким вот замечательным вечером, чтобы вы показали сегодня всем нам теплую ауру вашей милой семьи. Спасибо большое. Спасибо. Фото. Фото. Мероприятия не было. Фотографий не было мероприятия. Ну вы его вцепились в него. Откройте немножко его. Закрыли. Не надо. Пожалуйста. Ну, естественно, конечно, Фати, которая душа всех наших коллективов, обязательно. Фатима, еще раз тебе спасибо большое. Знаете, очень сложно, я им всегда говорю, я ухожу с арены, на мое место становишься ты. Я и так всегда говорю. Такого быть не может. За вами никто не угонится. Вот за такой короткий срок, который она на общественной стезе, добиться таких успехов, как она, на уровне России, это не так просто. Поэтому пусть Боженька тебе помогает. И ты еще не один проект откроешь,
и прославишь нашу маленькую Осетию. Спасибо тебе. Спасибо. Это только мы можем. Спасибо. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Я бы хотела еще поблагодарить человека, который, ну, часть нашей семьи, просто часть, или может быть мы уже часть ее семьи, я уже не знаю. Мы каждый день у Лейлы дома, но мы уже не как в гостях, мы уже у нее как дома. Лейла, огромное тебе спасибо просто. Нижайший тебе поклон. Меня развлекаете, мне даже в театр невозможно. У меня театр здесь, вы мне его сюда приносите. И концерты, и театры, и такие мероприятия. Спасибо. Спасибо, Лейла. Пусть твой театр, вернее, твой дом, на самом деле, кто в первый раз здесь, сразу расскажу, это на самом деле ее дом. И она решила, она была актрисой Остинского театра, потом конно-драматического театра «Нарты», потом пробовала себя в кино, много что-то делала, а потом говорит, а почему я не могу открыть у себя дома театр? И вот такая форма новая, квартирник, и ее знают уже многие, не только в нашей республике, приезжают из Москвы коллективы, но я хочу, Лейла, чтобы тебя знали и за границей. Хорошо. Спасибо тебе. Огромное, Лейла. За это, за все. Также я хочу поблагодарить Злату, которой я могу позвонить ночью и сказать: Злата, мне нужна вот такая-то информация. И это архивариус нашего союза, у нас много что-то, но очень много в союзе архивных данных, которые прям вот для этой республики большой вклад. Мы с нуля собирали, абсолютно ничего у нас не было. Пару ее записей, пару съемок, пару спектаклей, а сейчас у нас более 200 спектаклей всех театров, Крымского театра тоже. Так что у нас очень много. Если у вас что-то есть, можете поделиться, да. Друзья, на самом деле очень важный день для меня, потому что каждый день, наверное, ты ставишь перед собой какие-то задачи. И когда задача бывает выполнена так, как ты хочешь, а сегодня было действительно как-то очень тепло, вот очень про семью, про любовь, про вот все. Все было идеально, просто идеально. И я вас благодарю, друзья, на самом деле вы просто молодцы. Я считаю, что был просто идеальный вечер. Я же один, а вас... О, девчонки! Я только сейчас понял, я же девочками. Мои девочки. 7 невест, и может быть 30. Там 27. Да, много. Меня просит моя подруга слово и говорит: Фатима, я приехала прямо аж с самого Моздока, чтобы посмотреть сегодняшнее мероприятие. Я не могу не дать ей слово. Лена Давыдова. Дорогие друзья, я очень многих знаю лично и давно. Девчонок видела на сцене не один раз, Роберта и Эльмиру видела и на сцене академического русского, и в Моздоке у нас русские академические приезжают, мы их очень любим. Вот. А что бы я вам хотела сказать? Я хоть и приехала из города, про который когда-то сказали в фильме, я увезу тебя далеко-далеко за Моздок. Но сейчас современные наши средства передвижения позволяют приезжать сюда чаще. И я счастлива, когда Фатима меня приглашает на такие мероприятия. Знаете, я жила в браке счастливо 25 лет. Серебряная свадьба. Так распорядилась судьба, что Господь поменял направление, линии в моей жизни, и Он забрал моего супруга к себе, а я пошла дальше. В моей жизни так все изменилось, удивительно. Но семья всегда на первом плане. И что бы мы ни говорили, семья – это не только мой сын, его жена и мои внуки. Семья – это моя театральная семья, это мои дети, это 2 детских коллектива, это обычные ребята и мои любимые солнечные дети, с которыми я тоже работаю. И
Не знаю, но Господь повел меня и по этой стезе. Опять-таки, благодаря Фатиме, когда-то она сказала, я поддержу и помогу. И нам уже 3 года театру, и мы продолжаем работать и объединяемся вместе. Семья – это и дружба. Есть люди, ради которых я сделаю то, что не могла бы сделать, наверное, в своей жизни, просто бы не могла. А ради них я сделаю все, потому что они тоже часть моей семьи. Я счастлива, что сегодня на таком мероприятии побывала. Это даже мероприятие нельзя назвать. Вот. Это не мероприятие, это семья творческая. Мамы, родные, близкие, друзья. Это те, кто рядом долгие годы. Лейла вошла в мою семью, я тоже включила в свою семью. Я даже живу у нее здесь в театре иногда. И это тоже семья. И сегодня, точно могу сказать, с Днем семьи, с Днем всех нас. С праздником! Ну и давайте общую фотографию. Как, Ну как говорит Тамара Габоевна, нет фотографий, нет мероприятия. Давайте. Может, впереди студия? Давай, тут слово еще Римуля хочет. Давай. Хорошо, давай, зажигай. Давай. Спасибо всем присутствующим здесь, нашим дорогим зрителям, которые нашли время, возможность и пришли сегодня сюда. Я хочу сказать, что, вы знаете, на самом деле актерство, театральная жизнь — это не только красиво, не только классно, но это еще и про преодоление. Это про преодоление страха, какой-то победы над собой. И я говорю очень честно, у меня были какие-то провалы, после которых я просто замыкаясь в себе, я говорила: вот все, я больше заниматься этим не буду, я не хочу, у меня ничего не получается, не могу. Но вот благодаря, наверное, творческим людям, Фатима Савельевна, вы знаете все эти мои разговоры, иногда я даже ною, и очень часто. Да, какая ругань бывает. Но действительно, вот я хочу сказать, что вот то, что сегодня было, это было вообще круто. Это было про тепло. И, наверное, сколько я тепла вот получила сегодня, наверное, я очень давно не получала столько тепла. Я благодарю всю вот эту творческую команду, стоящую рядом со мной. Вчера мы репетировали, мы также были все вместе, мы пытались друг друга поддержать, ну и я думаю, у нас И получилось. Отлично. Вставайте. Подождите еще. Камила. Я хочу сказать, что на самом деле, да, это все не все так красочно за кадром бывает. У нас бывает много тонкостей. Бывает даже я помню, я поделюсь, да, когда я первый раз выходила на сцену, я стихотворение от слова совсем не знала. Я к Фатиме Савельевне прихожу и говорю: Фатима Савельевна, я не пойду на сцену, потому что я не могу запомнить стих. Просто не идет ко мне в голову. И Фатима сказала: все равно ты выйдешь, ты справишься, я знаю. И я, как сейчас помню, я на одном дыхании его рассказала. И это только благодаря Фатиме. А Фатима знает, какая у нас с ней особенная связь. Правда, сильная связь, которая даст плоды еще
немало раз. Я благодарю всех, кто сегодня собрался. И в первую очередь вас, Фатима Спасибо. Сергеевна, я вас очень люблю. Спасибо. Мама. Все. Девочки, я вас всех очень люблю. Очень-очень. Мои вы золотые, вы мои талантливые умнички. Вставайте. Мы вас тоже. Вставайте. Мы вас тоже.